Спастись от холода. Такая вынужденная миссия сроднила всех жильцов многоквартирного дома номер 22/1 по улице Автострада 50 лет октября в Якутске. В самые холодные месяцы зимы они остались в своих квартирах без тепла. Весь январь температура держалась на отметке 0 градусов. Как обстоят дела жителей сегодня и решена ли проблема? Все подробности в следующем материале. До сих пор вот, получается, вода еще до конца не ушла. Вот так воды было. Воды было вот. Ага, вот. Мы на сливе жили вот этот месяц. Дома вот так вот в пальто Приезжал ходили. Гагаринский округ, ничего вечера. никакие меры не принимали. Чтобы выжить и выйти из холодного плена, каждый день жители многоквартирного дома с жалобами обращались во все инстанции. Когда одни праздновали, другие замерзали. Стороны управы Гагаринского округа и управляющая компания «Авиатор» отвечали бездействием. Вот учитывая то, что теплотрассу, когда ложили, поднимали ее на 40 сантиметров на козелки, вы представляете, сколько здесь воды? Вот в подъезде у нас была вода, вот выдолбили перед вашим приездом, вот. Дверь была вмерзшая, вообще невыносимо было даже заходить в подъезд. Я пришел с работы, а войти не могу. Положили вот... Просим, чтобы наш дом приняли аварийным. В конце концов, нижних венцов вообще нету, труха одна осталась. Стены промерзли, первые этажи затопило, лопнула батарея, канализационные трубы залиты и оказались подо льдом. В подъездах сырость, а электрощиты открыты. Одна проблема породила другие. Не дали утонуть. Ну, сгорим, наверное, если ничто не будет делать. Первые сигналы от жителей дома номер 22/1 начали поступать в управляющую компанию еще в конце декабря. В то время УК решала аналогичные проблемы в домах номер 24/1 и 20/1. Замерили температуру теплоносителя, замерили давление теплоносителя и убедились в том, что на трассе, которая подходит к нашему дому, давление подачи, давление обратного теплоносителя, оно одинаково. То есть отсутствует естественный перепад давления для обычной циркуляции многоквартирного дома. Трасса вся полностью разрегулирована. Главная проблема целого микрорайона – бесхозная трасса. Отсюда и все беды. Еще в августе окружная администрация города Якутска распоряжением определила эксплуатирующей организацией данных бесхозных сетей ГУП ЖКХ. Ресурсоснабжающей организацией является котельная ГУП ЖКХ. И трасса, которая идет, это испокон веков было таковым. Но в результате того, что в свое время предприятие не оформило трассу, оно оказалось в подвешенном состоянии, и мы все время уделяли внимание к этой трассе и ежегодно проводили, в меру, как говорится, финансирования, проводили работы. Но со стороны руководства и со стороны работников ГУП ЖКХ это внимание не взято, и мы были вынуждены обратиться к прокурору города Якутска. В свою очередь ГУП ЖКХ договор эксплуатации и передаточный акт не подписала, но специалисты предприятия выезжали на место и выявили ряд технических проблем. Часть теплотрассы, а конкретно там где-то 150 метров, труба диаметром 159 миллиметров была заменена на трубу меньшего диаметра 89. Об этом мы позднее уже выступали и ставили в известность администрацию города Якутска и говорили о том, что, возможно, может возникнуть проблема в связи с тем, что использовали трубу меньшего диаметра, соответственно, была нарушена циркуляция. Пока стороны ожидают прокурорского реагирования, страдает население. Осенью руководство окружной администрации отчитывалось, что все объекты готовы к отопительному сезону. На дворе февраль месяц, а ВОЗ и ныне там. Хотя все участники знают, что проблему можно решить, не доводя до критической ситуации. Любовь Васильева, Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.